В эфире новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. По данным Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, количество заболевших не снижается. Лаборатории переведены на круглосуточный режим работы. Новая техника на борьбу с ковидом. Автопарк Чурапчинской больницы пополнился новым автомобилем. Спортсменка, комсомолка и просто красавица. Наши нерюнгринские коллеги встретились с одной из первостроителей южной столицы республики. С 15 октября текущего года на территории республики запланировано полное завершение навигации для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Сроки определены соответствующим приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии. Госинспекция по маломерным судам напоминает, после закрытия навигации выход маломерных судов на водные объекты запрещен. В случае выхода судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. По данным Республиканского оперативного штаба, за последние сутки в республике зарегистрировано 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 81, в Нюрбинском районе 6, в Мирнинском 5, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Устьянском по 4, в Анабарском, Верхневилюйском, Тампонском, Усть-Алданском по 3. Проводится работа по выявлению контактных лиц и их изолированию. За прошедшие сутки в республике проведен 5391 тест на коронавирус. Летальных исходов от COVID-19 – 2. Со вчерашнего дня в республике действует указ главы республики Саха-Якутия, по которому предусмотрена прежде всего обязанность граждан в случае, если в их семье среди контактов, с которыми они проживают, есть лица, которые непосредственно болеют острыми респираторными заболеваниями. Глава республики Саха-Якутия призывает вас находиться дома, работодателей отстранить таких людей от работы до выяснения ситуации по диагнозу, который, соответственно, может быть вам поставлен. Тем временем в столице республики продолжаются рейды по выявлению нарушений ограничительных мер и соблюдению масочного режима. За период 12 по 13 октября в 12 муниципальных районах и городском округе город Якутск усилены контрольные работы. Так проведено всего 249 выездных рейдов, выдано 30 предостережений, 35 предписаний, составлено 10 актов комиссионного осмотра, 8 протоколов об административном правонарушении, вынесено одно определение. Проведено всего 135 профилактических бесед. В том числе административной комиссией со сводной группой оперштаба города Якутска совместно с Министерством предпринимательства проведено 31 выездная проверка. Из них в 25 объектах торговли, 4 объектах общепита, в одном развлекательном центре, в одном объекте бытовых услуг и в одном фитнес-центре. Всего составлено 8 актов комиссионного осмотра, 3 протокола по части 2 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации, также 1 протокол по статье 3.8 КоАП Республики Саха-Якутия. Проведено всего 19 профилактических бесед. За прошедшее время 8 дел было направлено на расследование, на рассмотрение в административном порядке в судебные инстанции. Главам муниципальных образований было направлено письма о проведении санитарных и профилактических работ в еженедельном режиме в рамках исполнения указа 1466 от 9 октября текущего года. В основном, нарушение именно несоблюдение дистанции. Первое, второе, нахождение без масок, СИЗов, несоблюдение предприятиями и так далее, всех санитарных требований. В республике ужесточились меры и по профилактике распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в сутки диагноз подтверждается более чем у 100 человек. Большинство случаев заболевания приходится на столицу республики. Так, организациям было рекомендовано снова перевести сотрудников на удаленную работу. Подробности в сюжете с Аргаланы Неустроевой. Еще в конце лета, казалось, эпидемиологическая ситуация в республике наконец нормализуется. Заработали кафе, торговые центры. Многие стали работать практически в привычном режиме. Однако уже к осени ситуация значительно ухудшилась.
Основные наши очаги – это корпоративные очаги, соответственно, которые затем перерастают в семейные очаги как таковые. Поэтому вчера было принято решение на оперативном штабе ограничить работу в реальном режиме, в физическую работу на основных местах и определить по каждому бюджетному учреждению республики до 50% состава на удаленном режиме. Переход на удаленку стал, если не ожидаемым, то не таким болезненным мероприятием, как, к примеру, весной. В конце концов, в подобном режиме якутяне работали около 5 месяцев. Например, Уйгулана Сивцева устроилась на работу незадолго до пандемии, в январе. А уже весной ей пришлось работать, не выходя из дома. С одной стороны, я бы даже сказала, что это удобно, очень удобно. В плане того, что ты проводишь уроки из дома, в плане видео обучающих, в плане онлайн-игр. Все это становится очень доступным и очень простым. Минусов, как и плюсов, их много. Но я бы сама хотела бы, чтобы как можно быстрее мы перешли на очное обучение. Впрочем, представить себе, как проходит процесс обучения и удаленная работа учителя, несложно. Главное – иметь доступ к компьютеру или ноутбуку и выход в интернет. По-другому дело обстоит в национальной вещательной компании. Здесь с введением ограничительных мер на удаленку перешли многие режиссеры, координаторы и даже редакторы. Мы бы хотели предложить вам записать интервью с вами на тему ковид. Профилактика, реабилитация. Удаленная работа для меня началась уже более полугода назад, но характер моей работы позволил это сделать довольно безболезненно, так как находить темы, гостей, готовить интервью можно и по телефону, поэтому все это для меня оказалось довольно просто. Но другое дело, что не хватает живого общения с коллегами, каких-то творческих обменов. Я считаю, что если даже режим самоизоляции у нас будет продлеваться, то каждому нужно стараться находить, конечно, в этом плюсы, нежели считать минусы. Многие уже привыкли работать, не выходя из дома. Это удобно, безопасно и, главное, комфортно. Теперь труднее будет не оставаться дома, а восстанавливать прежний рабочий режим, когда ограничения будут сняты. Саргалана Неустроева, Якутск. Чурапчинская улусная больница имени Прокопия Нестеровича Сокольникова сегодня борется с пандемией в полном объеме. Для качественной работы медиков немалую роль играет правильная организационная работа, а также материально-техническое оснащение. На днях по федеральной программе руководство республики выделило автомобиль для скорой помощи класса «Б». Техника полностью оснащена современным реанимационным оборудованием. Как видите, здесь машина полностью оборудована, начиная от фонарика до аппарата ИВЛ, дефибриллятора, электроотсоса, ЭКГ-аппаратом, термосумкой, и укладки общепрофильные, реанимационные, детские реанимации и акушерская. Плюс, щит, носилки, кресло-носилки. Все входит по стандарту оказания скорой медицинской помощи и отвечает всем требованиям. На спортивном стадионе «Факел» в Мирном открыли новую спортивную площадку. На ней горожане будут сдавать нормы ГТО в помощь около 40 уличных тренажеров. Несмотря на выпавший снег в день открытия, спортивное снаряжение тут же облюбовали школьники. На каких условиях можно воспользоваться тренажерами, расскажем в следующем материале. Разминки, используются всевозможные дамы. Вверх для детей, то есть для пенсионеров. В разные стороны, то есть вращение. Руслан Бочаров тестирует новые уличные тренажеры перед их официальной презентацией. Их установили на спортивной площадке «Факел» на Советской. У мастера спорта по лыжным гонкам занятия не прекращаются, даже если снега нет. А в Мирном не так много открытых тренировочных кортов. Так что мужчина рад. Площадка предназначена для любого вида спорта. Здесь, как силовые, можно заниматься. И сильно напрягая, если вы хотите позаниматься, можно позаниматься, то есть и тренировку провести, можно просто сдать нормы ГТО. Тренажеры здесь появились благодаря федеральной программе «Спорт. Норма жизни». За 3 миллиона рублей закупили обязательный технологический минимум, чтобы можно было проводить тестирование в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне». Так что мирненцы теперь будут сдавать нормы ГТО именно здесь.
У нас, получается, по городу Мирным через муниципальный центр прошло на данный момент 1968 человек, да, ну и практически 1300 человек уже со знаками. Это сидя, но можно и стоя, как бы при... Груди, да? Да. Да, можно, да. И сидя. Но сидя ход ограниченный у него. На площадке жители алмазной столицы смогут выполнять как силовые, так и кардиотренировки. Как только открылась спортивная площадка, ее сразу облюбовала местная ребятня. Ну и понятно, здесь более 40 тренажеров, от простых турников до эллипсоида. Теперь здесь могут заниматься все желающие спортом абсолютно бесплатно. Площадка уличная, и видеонаблюдения на ней нет. Но испортить или поломать новые тренажеры трудно. Во-первых, они изготовлены из металла специально для уличных условий. А во-вторых, их прочно прикрепили к корту. Забрать домой не получится. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Наверное, самой распространенной ассоциацией у людей, которые слышат выражение «девушка СССР», является спортсменка, комсомолка и просто красавица. И в случае с нерюнгринкой Лидией Широбоких эта ассоциация является верной. Наши коллеги встретились с Лидией Егоровной, продолжая цикл сюжетов о первостроителях города. Родилась Лидия Егоровна в 1944 году в поселке Тыркында возле Алдана. В свои 16 лет Лида упорхнула из родного дома в большой город Якутск. Получив в училище знания, необходимые для того, чтобы начать работать, юная девушка снова переезжает. Со мной девчонка была, тоже училась на продавщицу. Она говорит: Лида, там у нас открывается город Мирный. Алмазы, алмазы. И у меня, значит, в глазах эти алмазы, я их не видела, в глазах засверкали алмазы. Ну, романтика, девчонки молоденькие. Здесь Лидия Егоровна работала в столовой. Белый халат, чистота и опрятность. Но активной девушке хотелось на передовую. Она вступает в комсомольские ряды и отправляется добровольцем на стройку в поселке Чернышевский на реке Вилюй. Взяли меня сначала скалолазы, знаете, лазить. Взрывали ребята комсомольцы взрывали, а мы, значит, нам дали щетки, ну, там спецодежда, все этими щетками мы в этих скалах лазили, очищали от этой, ну, породы, чтобы бетон ложить чистый, эта основа была. Ну, вот так и так работала там. Там я висела на доске подсчета везде, там я познакомилась с первым мужем, вышла замуж. Выполнив свой план работ и отдав Вилюю 20 лет, Лидию Егоровну снова зовет дорога и жизненные перемены. Коммунисты говорят, в городе строится город Нерюнгри, бам-бам, загремело, зашумело, там бам-бам, мол. И я, значит, чемодан в руки, ну, у меня было 2 чемодана, у людей было по одному, а мы же северяне. 1 августа 1978 года Лидия Егоровна вышла на котельную в новой для себя должности кочегар и проработала в этой сфере до 2000 года. В Нерюнгри встретилась со вторым мужем и родила вторую дочь. Здесь Лидия Егоровна нашла свое место и уже теперь не хочет надолго уезжать из родного края. Я уезжаю и через 2 недели домой хочу. Я люблю лес, вот этот лес, здесь я бегала. Сегодня активная и душой молодая Лидия Егоровна надевает свои любимые украшения, шляпу, красит губы и выходит на улицы родного города. Встретиться с подругами, сходить на культурное мероприятие. Любит также собрать ягоды и насладиться красотой природы, а зимой покататься на лыжах. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Это вся информация к данному часу. Оставайтесь на нашем канале.